Ухтинцы отпраздновали Масленицу. Пандемия традиции не нарушила. Не обошлось без народных гуляний, конкурса чучел, ярмарки, а еще живого керлинга. Активные игры, где вместо снарядов на льду люди на ватрушках. Подробнее о необычной ухтинской забаве, которую скоро подхватит вся республика, узнала Виктория Науменко. В этом году ухтинцы отмечали Масленицу 2 дня на 2 праздничных площадках. Одной из них стала обновленная база «Сияние Севера», излюбленное место сторонников активного отдыха. Местный открытый каток и стал местом проведения необычных соревнований. Всем известно, что Ухта – родина первой российской нефти. А благодаря студенческому совету УГТУ она стала еще и родиной живого керлинга. Использовать людей на ватрушках вместо шайб оказалось поистине уникальной идеей. Для живого керлинга необходимы каток с кругом мишенью в центре, тюбинги и команда тепло одетых игроков с хорошим настроением. Принцип игры, как в обычном керлинге. Участники команд пускают снаряды по льду, пытаясь попасть в центр мишени. Одна игра длится всего 2-3 минуты. В турнире 3 этапа – групповая игра, плей-офф и финал. Вся игра длится около 40 минут. Это самое главное отличие. Вместо шайб люди. И еще у нас играют 4 команды, не 2. Идея такой игры появилась у студентов Ухтинского университета 4 года назад на собрании школы студенческого актива. Инициаторы просто задались целью придумать какую-то необычную игру, где в качестве снарядов выступали бы сами игроки. Задумка простая, но кроме студенческого актива Ухтинского вуза никто в стране до такого не додумался. Гуглил, я не нашел, но есть керлинг на машинах. Вот. На ватрушках не видел, честно. Это появилось на моем первом курсе. Была школа «Вышка». Школа актива «Вышка». И нам пришла идея в 3 часа ночи, по-моему, живой керлинг. И вот написали, и, по-моему, тогда 2-е место заняли на «Вышке». А потом мы его проводили каждый год. Сначала живой керлинг был только студенческой игрой. Турниры традиционно проводили в Татьянин день. Но масштабы растут. Оригинальной забавой заинтересовался весь город. Сегодня участие принимают 8 команд от разных организаций города. Ой, все супер вообще, все классно, молодцы. Впечатления хорошие. Конечно, команду я поменял бы. А так все устраивает, все хорошо. Нам нравится. Понравились эмоции, которые мы испытали в этой игре. То, что было весело и командная работа. Но и такой охват для организаторов не предел. Недавно студсовет УГТУ с проектом живого керлинга выиграл грант Росмолодежи. На полученные средства турниры по живому керлингу проведут в столице Коми и Воркуте. Игру в Сыктывкаре уже успешно провели, а в Воркуте она пройдет уже в ближайшую субботу. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.